يعني خلنا اسمه задерживать тебя. Бог должен халрис, тяхюс молхаж, мистеха положение. Аминат Галаева обратилась в Совет Безопасности с просьбой помочь ей получить лекарственные средства, причитающиеся ей по закону. У женщины онкологии. Но, по-видимому, даже этот факт порой не показатель для некоторых врачей, которые торопятся первым делом отправить пациентов за различными справками. Просто устали метаться между онкодиспансером в Пливо, Минздравом в Назране и больницей в Малгобеке, сетует сестра Мадина. А все дело в том, что из-за несовместимости одного препарата с другими лекарствами ей назначили новые уколы. Но чтобы врач-онколог в Малгобекской поликлинике могла выписать рецепт, необходимо привести справку, свидетельствующую об этом, из онкодиспансера. И только после этого взамен назначают новые препараты, что они и сделали. В онкодиспансере создали комиссию и выписали соответствующий протокол. Но и этого оказалось недостаточно. Оттуда мы привезли вот это все, документацию, все это привезли сюда, относим. А она, Катива, Хава Катива Измку, вот она говорит, нужно еще извещение врачей, что у нее нет несовместимости к препарату замета. Замета мара луж яхтер ян язя хаден кяхат халчи замета лужир ян тях кяхат дайохцу. Поехали, значит, если она требует, если она это говорит, значит, детскую докторяли халхахка опять с хадаяхвах. Они удивляются, зачем, говорят, вот протокол врачебной комиссии в составе всех врачей вынести решение ермара луж яхтян. Они удивляются. За то время, что они бегали за различными справками, препарат в 12 тысяч рублей пациентке приходилось покупать самой. Но и это не все, отмечают Галаевы. Застать врача на своем рабочем месте тоже не всегда удается. А если с этим везет, то ждать порой приходится часами. В кабинете я говорю, нагасанцин бол биваш тецудуали квар ахуави. Хана трогиан да ухдуатш. Ихи сун ванит. Санмахтиги я школу сходи. Санмахтиги холод сходи. Да, выдали. Шидел чая ежели. Хат субакдар алиоли. Иногда юатшук. Так шидел чайвай. Сасык унгули, сасык близ ариоли. Разобраться в этой ситуации в Малгобекскую районную больницу выехали представители Совета Безопасности. А на месте, со слов врачей, выясняется, что Аминат Галаева обратилась к ним за рецептом только в конце февраля. А соответствующий документ на новое лекарство они действительно, как того требует закон, попросили предоставить. Но за дополнительными справками никого и никуда не отправляли. Врач считает, что ее в этой ситуации хотят сделать крайней. Здесь, в этой цепочке, кто-то, я же тебе говорю, кто-то же должен быть ответственным. Вы же из-за этого же приехали. Но почему я должна быть ответственной, когда я свою работу сделала? Единственное, о чем просит пациентов, отмечает врач-онколог Хава Катиева, и то для отчета – принести после использования препарата консультативную справку, что это лекарство непосредственно использовалось больной. Дополнительных документов она с них не требовала. Сидя в поликлинике на 0,5 врача-онколога, как я могу сказать больной, который я ничего не вожу, подходит ей этот препарат или не подходит? Ждите. Там на месте, там врачи, которые ее капают, которые вводят. Они должны сказать, этот препарат ей дал реакцию, этот препарат ей не дал реакцию, этот препарат подходит. Они мне дают извещение, что на этот препарат была реакция, а на этот препарат она не была. Вот на какой не была, я на него составила протокол. Никаких дополнительных документов мне не нужны. Вы не требовали, да? Мне они не нужны. И после этого я им выписала, рецепт. Зачем он мне есть? У меня есть все бумаги, то, что нужно для меня. Все бумаги, вот 26-го я выписала им заметку. 25-го был протокол.
Представители Совбеза решили лично пообщаться с пациентами, узнать, все ли необходимые лекарства есть, не приходится ли им самим покупать их. Лекарства покупаете? Я не покупал, дальше не знаю. Да, сегодня 8-й день лежу, я не покупал. Нормально, да Аллах, да диким, да лозордук. Дик хаж, хоз, он хош, дик хаж, фиш олаш, мал еш олаш. Мол хаж, итаят, пока итаят, халкафат. Что так шола, да он. Уколы делают, системы стоят, ставят. Чего дикауш, Правда, как выясняется, не все пациенты довольны лечением. Исрапила Картоева из-за высокого давления в Малгобекскую районную больницу на скорой доставили около недели назад. По его словам, за эти дни ему не провели никакого лечения. Врачи до сих пор не поставили диагноз. Сегодня 5-й день уже, вот как я здесь нахожусь. И никакого ни улучшения, ни ухудшения. Таблетки кидают, и все, и никаких. Вот надо же очаг найти, откуда это все происходит. Давление высокое, пришли, нормально, все у тебя давление. Как это так? Цактай баца, лечение у себя, амхалдизится, очаг мычар происходит. Вы говорите, невнимательное отношение врачей? Совершенно верно. Если 5-й день никакого движения нет. Анализ полностью сдачи нет? Анализы я сдал. Лечение даю? Лечение. Молхаш сампедине, если цаккадюхан иссахалыч. Фиалыч, хамхат. Давление как стояло, так и держится 140. Молхаш и буше? А цир цирыкысун лечение цир. Если бы я покупал, я бы давно отсюда улучшение было. Более того, по словам Исрапила, после того, как его экстренно доставили в больницу, врачи поначалу отказывались его госпитализировать, ссылаясь на то, что в отделении нет свободных мест. Вызываю скорую, на скорую меня доставляют сюда. Будем показывать пальцем, что вы мне отказывали, чтобы принять сюда. Давайте теперь послушаем меня. Мне не надо это все. Я прекрасно знаю, о чем разговор шел. Мне не 15 лет, я не 3-летний ребенок, так что должно быть так, как должно быть, а не так, как вы хотите. Почему я должен с вами ругаться? У меня башка вот такая, давление высокое, и вы мне начинаете, как следователь, вопросы задавать. Больной был доставлен фельдшером по настоянию, написано в сопроводительном листе. Писать можно хоть что да, мы покажем. Мне предложили, вы поедете? Я говорю, да, поеду. А в вашем амбулатории мне говорят, там местов нету, лекарств нету, это все то, что я тебе написала, будешь покупать. Я говорю, хорошо. Участковым врачом вашей амбулатории назначено, дано вам направление на обследование, нужно обследоваться, и сделано вам назначение для снижения артериального давления. Кто это назначение сделал? Ваш участковый врач. Где? Кто это в Инарках. Вот вы показываете. Я показываю, потому что я настоял на этом. По каждому из этих случаев Совет Безопасности будет проводить свое собственное расследование. В случае же Аминат Галаевой после обращения в Совбез ей все же выделили необходимые препараты. Все эти факты нарушений будут направлены в региональный Росздравнадзор, чтобы комиссия провела служебную проверку и наказала виновных. По этому вопросу были проведены проверочные мероприятия. Были разъяснены некоторые моменты врачом-онкологом и исполняющим обязанности главного врача. Помимо этого, в ходе дополнительной проверки поступила еще одна жалоба от гражданина Картоева Исрапила, больного терапевтического отделения, о том, что не выделяется должное внимание. Проверка будет продолжена, виновные лица будут наказаны. Представители Совета Безопасности призывают жителей при возникшей ситуации коррупционной направленности обратиться на горячую линию по номеру 8 928 697 66 95. Каждое заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.